Грандиозное бойцовское шоу под эгидой промоушена M1 Global запланировано на 9 февраля в Санкт-Петербурге. Турнир пройдет в новом здании, специально построенном организацией для проведения соревнований. Бесспорным украшением вечера станет поединок нашего земляка Ингисхана Оздоева против швейцарского бойца Пабло Ортмана. Рекорд соперника Ингисхана впечатляет 7-0, однако нашего бойца это ничуть не беспокоит. Я после того, как объявляю соперника, сразу просматриваю его поединки, вижу, соответственно, рекорд. Но уделять внимание на рекорд, я думаю, не стоит, потому что важно не как выглядит твой рекорд, а с кем ты дрался. Поэтому я выявляю, нахожу все его бои и, соответственно, бои его соперников. То есть просматриваю, анализирую сильные стороны его соперников и его сильные стороны. Нахожу его слабые стороны. Обладатель лучшего нокаутирующего удара 2017 года по версии болельщиков, Ингисхан и в этот раз планирует показать зрелищный бой. Но не стоит забывать о некоторых навыках, над которыми надо работать. Речь идет о борьбе в партере. Именно ее отрабатывает Ингисхан в последние недели. Прошлый сбор в декабре месяце прошел успешно, отмечает боец. Теперь самый пик тренировок. После этого остальную подготовку я проходил именно здесь, у нас в клубе «Нарт» и в клубе «Муслим», который находится в городе Суджи. При подготовке я больше времени уделял именно борьбе в партере, особенно с забиванием. Где-то 80% своих тренировок я посвящал именно партеру. В тренерском штабе уверены, с таким подходом к делу Ингисхана ждет большой успех. Ближайшая цель, разумеется, победа в поединке с Ортманом, а дальше можно загадывать по рейтингу только вверх. Лично мое мнение насчет этого, насколько мы знаем, его соперник, он тайский боксер, как ты сказал. Ингисхан может ему и в стойке показать сопротивление, и в партере. Так что Ингисхан за последние 2-3 года хорошо набрал. Еще один наш земляк, который уже знает своего соперника, Алик Албагачиев. Он в прошлом году провел выдающийся бой в Казани против Руслана Хисамуддинова и сумел одержать победу в гостевых стенах. Дата предстоящего боя еще не назначена, однако тренировки проходят очень интенсивно. Впрочем, как всегда. У меня еще впереди предстоит посетить сбор. Я думаю выехать в Чеченскую республику, в Беркут. Уже после числа 20-го планирую выехать туда на сборы, уже подтянуть функционалку полностью. Соперник у меня достойный, можно сказать, самый сложный был соперник из всех, которые у меня были. С каждым боем уже уровень выше, и уровень соперников выше, так как уже когда ты начинаешь двигаться вперед, и соперники бывают серьезнее. Сильная сторона Алика – борьба. В последние несколько месяцев спортсмен усиленно отрабатывает работу в стойке. Важно не только выиграть, но и сделать это красиво. У Алика, в общем, над чем он сейчас работает, улучшает свою боксерскую технику. Так у нас в партере, хорош. В ближайшие несколько недель у ребят впереди только кропотливые и усердные тренировки. Рейдж покажет, насколько хорошо подготовились спортсмены, а нам остается пожелать им удачи. И пусть победит сильнейший. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24.